На весну можно смотреть по-разному. Для художников, поэтов и влюбленных, например, это время расцвета, нежных красок и зыбких надежд. Вот строки о весне русского поэта Михаила Плесковского. Деньки стоят погожие, на праздники похожие, а в небе солнце теплое, веселое и доброе. Все реки разливаются, все почки раскрываются. Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами. Стоп. Вот про разлитые реки хотелось бы поподробнее. Коми край весь опутан речными артериями, да и озер у нас множество. А потому вопрос весеннего паводка касается тысяч людей. Что делать, когда большая вода стучит в двери? Или не делать самим ничего, полагаться на помощь профессионалов? Узнаем у заместителя начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций полковник Николай Семенов у нас в студии 11. Приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все-таки пришла куда-то уже большая вода или еще нет? Ну, прогноз у нас развивается в соответствии с той информацией, которую нам представляет Центр по гидрометеорологии по Республике Коми. На сегодняшний день у нас южные реки уже очистились от льда. На крайнем юге, это у нас река Летка, уже уровни приостановились. Полузья, также в верховьях уже наблюдаются спады. В среднем течении, в нижнем еще небольшие подъемы идут. Также и по Выче, где пока небольшие подъемы идут. Ну а по реке Печора у нас со вчерашнего дня прогноз скорректировали и ожидают не ранее с 15 мая, что ледоход начнется только в эти сроки. Как обезопасить себя в период паводка? Ну, во-первых, что касается информирования. Тот прогноз, который мы получаем, мы обрабатываем, мы его направляем во все органы местного самоуправления. Направляем во все органы исполнительной власти и те организации, которым необходимо будет использовать данный прогноз в целях безопасности. В свою очередь, они также этот прогноз размещают на сайтах своих администраций, размещают в соцсетях, доводят информацию до населения таким образом. Если вдруг будут какие-то предупреждения, соответственно, будут подключаться уже другие источники информирования, в том числе и СМС-оповещения, и система оповещения, где уже необходимо будет оповестить население, вплоть до того, что будут проводиться подворовые обходы в случае угрозы подтопления того или иного населенного пункта. А можно ли говорить о каких-то типичных ошибках, которые совершает население? Ну, я не знаю, там, пикники, например, выходят, там, рискуют своим здоровьем. Ну, что-то вот именно такое, что повторяется из года в год. Период половодья. Да, именно в период половодья. Ну, в период половодья у нас, как вы уже сами подметили, наша республика богата и озерами, и реками. У нас охотники, у нас рыболовы. Все стараются выйти, наловить побольше рыбы, охотиться. Вот и в этот момент, в период, когда еще идет разрушение льда, бывает такое, что население пренебрегает этим и пытается пересечь тот или иной водоем, что могут проводиться, могут провалиться и вплоть до того, до гибели. И вот это, наверное, основное, что я хотел сказать. Ну а все остальное, когда проводят подворовой обход, конечно же, надо уточнять, где ваш пункт временного размещения. Попадаете ли вы в зону затопления? Какие пути движения ваши по сухим местам? То есть где будет не затоплено в тот или иной период? Вот. В принципе... Собственно говоря, и советы прозвучали, да, получается? Да, то есть будьте бдительны, не надо рисковать своим здоровьем и жизнью. Спасибо. Особенно на тонком льду, а в этом году он у нас очень хрупкий. То есть можно переждать этот... Ну, хочется, тем более, конечно. уже скоро лето, поэтому подождать. Да, и скажу ничего. еще, добавлю, что у нас на сегодняшний день уже закрыты все ледовые переправы по всей республике. Официально все закрыто уже. Официально на лед выходить нельзя. Все. Имеем это в виду Да. и бережем. Предупредили всю республику. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.